Мне нравятся такие передачи, и было интересно вот самому поучаствовать. С недавних пор подсела на YouTube, смотрю всякие разные тоже передачи, ЧБД обожаю. И вот на вашу передачу тоже подсела, посмотрела все выпуски. Естественно, у меня было волнение, потому что я знаю, что какой отклик, обратная связь может пойти. В процессе самой передачи, мне очень легко. Мне очень легко и раскрываться было, и отвечать было. Главное, чтобы люди видели, что у нас... Нормальные отношения. Ненормальные, хорошие отношения. Бро, смешно. Я Ариян, мне 20 лет, я старший сын вот этой молодой девушки справа от меня. Здравствуйте, меня зовут Янда, мне 41 год, пришла на передачу со своим сыном. Сегодня вы будете отвечать на вопросы, которые придумали мы. Если вы не отвечаете на вопрос, то вы отдаете 250 рублей другому участнику. Ну что ж, поехали. Раз, два, три. Давай еще раз. Все, я выбираю, ты первая. Во сколько лет ты хочешь жениться? Я думал об этом. После того, как я закончу учебу, я закончу где-то в каком году? Через 3 года. В 24-м. Не знаю, лет в 26, мне кажется, 27, когда у меня уже будет дом, типа квартира, не знаю, машина. Хорошая работа, стабильная зарплата, вот. Да, я бы тоже хотела, чтобы у меня дети сначала получили образование, у меня еще младший сын. Сначала образование, сначала квартира, хорошая работа, чтобы был какой-то задел, основа, да, куда ты можешь привести девушку, которая будет тебе верной спутницей жизни. А так посмотрим, мало ли. Ты когда-нибудь жалела, что родилась женщиной? Ой, нет, конечно. Мне кажется, очень много плюсов в том, что ты женщина. Но у меня были такие мысли, типа, если бы я была бы мальчиком, там, я бы делала то, сё. А в том плане, чтобы прям жалеть. Что бы ты делала? У меня было бы, во-первых, не знаю, наверное, больше возможностей зарабатывать, да, делать успешную карьеру. Там. Мне кажется, мужчинам это как-то дано больше, и у них возможностей, не знаю, больше. Во сколько лет ты впервые посмотрел порно? Это надо вспоминать. Это было, когда мы были во Вьетнаме, по-моему, или в Таиланде, я не помню. Вы маленькие были же. Скажи, еще с Артуром смотрел. Нет. А где ты там успел посмотреть? Там же интернета-то нету. Почему Wi-Fi там? Wi-Fi был? Там В все дела. гостинице? Да. Вот тогда я первый раз посмотрел. Тебе сколько там лет было? Я не помню, какой это год был. Я тоже сейчас не вспомню, но у меня дети маленькие, мне казалось, тогда были. 14-й, нет? 14-й? Год, наверное, да. 14 лет, в принципе, нормально для порно, мне кажется, поэтому... Да. Да. Это же нормально, типа, естественно. Типа, да, я тоже считаю, что это часть взросления тоже. Я думаю, это абсолютно нормально смотреть. Порно. В присутствии родителей в соседней комнате, да? Ты тогда? Когда я в первый раз посмотрела порно... Ты же из того времени еще старого. Да, у нас тогда были видеокассеты, прятали наверху, бабушка с дедушкой твои, прятали наверху в шкафу. Это нашли, я не помню, как это получилось. Я нашла эту видеокассету, поставила, посмотрела, и, конечно, заинтересовалась. Мне, наверное, тогда лет, тоже было где-то 13-14. А так для меня это прям не было таким, прям я постоянно туда лазила, теперь брала, смотрела. Нет, один раз посмотрела, да, есть и есть. Интересно? Интересно. И все. Потребляла ли ты наркотики? Смотря что называть наркотиками, в принципе, мне много лет, я много в жизни чего попробовала. Я против наркотиков, конечно, но по молодости мы пробовали, у нас в Намском Улусе растет трава такая интересная, конопля называется. В каждом дворе практически она растет. Один раз я попробовала, мне не понравилось. Я не поняла смысла, люди получают удовольствие. Для меня это удовольствием не было. Я и не хочу, и не буду сейчас, и своим детям я бы тоже не рекомендовала. И у меня бабушка знает? Бабушка? Нет, конечно, бабушка не знает. Сейчас, конечно, она увидит и узнает, да, что творила ее дочь. Правильно сказала, все же это все-таки этап взросления, да? Не, это, конечно. Давай, я хочу переадресовать тогда тебе этот вопрос. Нет, я никогда не пробовал наркотики. У меня не было такого желания или... Я упала в свои глаза. Молодец, сына, я тебя за это уважаю. Я ему и говорю, что ты зачем? Ну что, девчонки? Может быть, бутылочку сыграем? Да не, Лёш, давай домой лучше. Холодно, капец. Теперь-то тепло? Да не, Лёш, давай все-таки домой, Там чай горячий попьем. Пейте, пожалуйста. Что, мы поиграем, нет? Да, Лёх, у нас же даже бутылки нет, ты чё?
Ну вот смотри, мы с папой в твоем, ну, в разводе, да? Ну, Если бы ты оставался здесь, в городе, и у тебя стоял бы выбор, жить с мамой или жить с папой, вот скажи мне честно, кого бы ты выбрал? Ты должен смотря выбрать. где бы я учился, кого мне ближе, где мне удобнее жить. Да, а там кто там будет, там вообще? Ну да, без разницы. Мама и папа я же не выбираю, типа, вот, Ну, кто-то просто из родителей мне нравится больше. Ну а кто тебе нравится больше? Ветеран. Почему? Такое нельзя спрашивать. Почему? Потому что. Ты кого больше любишь, бабушку или дедушку? Ну, обоих. Ну вот и В все. каких-то моментах я за бабушку, в каких-то моментах я за дедушку. Ну вот. Ты же не можешь выбрать одного из двух. Ты ли можешь? Не знаю. Как ты относишься к тому факту, что мужики фапают на твои фотки? Ну, фапают, я так понимаю, что это, Ну да, это да, такое да, действие, да. которое обычно мужчины делают Да. в одиночестве, да? Да. Ну, я никого за руку как говорится, не ловила, но я предполагаю, что ну, такое может быть, и почему бы... Почему бы что? Почему бы нет? Ну, почему я должна, ну, как-то отрицательно или не отрицательно к этому относиться? Если кому-то это приносит удовольствие какое-то, ну, пожалуйста, ради бога, Что ты? мне не жалко. Вот. Что ты испытываешь, когда видишь в Инстаграме мои откровенные фотографии? Я на твою страницу не захожу вообще почти, практически. Не, ну не совсем же ты как не заходишь, ну как, ты все равно же смотришь там мои фотографии. Нет. Как нет? Ну, Ну, я это не сейчас, знаю. может быть, ну, раньше, там, допустим. Ну, просто сразу хочу обозначить тот момент, что когда я только начала вести свой блог, а я фитнес-тренер, как многие из вас, наверное, знают, если ты ювелир, ты показываешь свою работу. Серьги могут быть, там, кольцо. Ну, вот твоя работа. Что показывает фитнес-тренер? Подумай, Своё да? тело. Да, свое тело, которое он делает, над которым он трудится, да. Моя работа такова, что я должна показывать свое тело. И когда в начале ведения блога я собрала своих мальчиков, вот так и так будут, я буду выкладывать фотографии, будут кто-то ваши, если говорить там друзья или что, говорите, что это мамина работа. То есть мои ребята, они как бы сразу понимали, что зачем я это делаю. Я не просто так взяла там, показала там, ну, грубо говоря, свою пятую точку, да. Это результат моей работы и того, что сейчас я выгляжу достаточно хорошо, я думаю, да? Да, сколько тебе да, уже для своих времени? 50 лет, да. Но это все-таки результат моей работы, которым я должна делиться, чтобы мотивировать женщин выглядеть так же. И на самом деле вот эти вот бонусы, которые приносит блогерство, такие как, ну, допустим, та же реклама, да, она же не просто так дается. Человек просто Ну, сделал... это очень хороший бонус. Да, это очень хороший бонус, и поэтому ребята мои в этом плане понимают, и у нас, я думаю, тут друг к другу никаких претензий там или что-то такое нет. Ты готова сейчас стать бабушкой? Ты уже говорила, по-моему, да? Не смей меня рано делать бабушкой. Это что такое? Я сама родила достаточно рано, да, в 20 лет я уже мама была. И сейчас, мне кажется, такое время, что нужно все-таки повзрослеть сначала. Я ни в коем случае, нет, я не жалею, я не в том плане, что я жалею, но для девушки еще нормально становиться мамой, там, допустим, в 20 лет. А для мальчика 20-летнего еще рано, мне кажется, допустим, Почему? заводить семью. Почему? Ну, потому что ты пока еще сам недостаточно, мне кажется, ну, взрослый, чтобы принимать какие-то решения. А девушка, типа, умеет уже все. Ну, просто девушка будет за сильной спиной своего мужа, мужчины, получается, который будет спиной, там, плечом надежным, да, ну, вот в этом плане. А то, что если, допустим, если Бог даст стать сейчас бабушкой, да, ну, почему бы и нет, я, в принципе, я детей люблю. Не дай бог. Думаю, что я буду очень такой активной, креативной бабушкой, которой даже внуков, может быть, не захотят оставлять, да? Будут с опаской. Ну, пошли опять вопросы из серии «Покопать поглубже». Что ты почувствовал, когда узнал о том, что мы с папой разводимся? Я же в этот момент улетел в другой город. Я поступил туда, прилетел обратно, и мне уже мама говорит, вот, мы с папой расстаемся. Она сказала, что папа со мной поговорит на эту тему. Отец со мной поговорил. Но причину я так и не узнал особо так. Они сейчас нормально общаются, у них хорошие отношения, мы видимся гулять куда-то или просто вместе проводим время. Если из-за жены я приму ислам, как ты отреагируешь? Я не ханжа, я приму любое решение, ну, я не знаю. Но в основном ты за русскую, типа, национальности. Ты всегда мне говорила такое, типа, дети у вас будут очень красивые. Вот так вот. Ну вот, да. Все. Ну, назови 3 вещи, которые ты бы хотела изменить во мне. Может, я слишком эмоциональна, может, слишком давлю, там, ну, не знаю, контролирую. Нет, да ты меня вообще не контролируешь.
Постоянно что, лезу? Нет, как это называется? Когда ты слишком нервничаешь и... Вот как мы в машине до этого сидели, пока не приехали сюда. А что я сделала? Ну, волнуешься слишком много. Ну, короче, моя эмоциональность, да? Ну да, можно так сказать. Женщина очень эмоциональная. Я через край, наверное, эмоционирую. А в этом плане у меня мальчики очень спокойны. Что Ариан, что Артур. Когда я начинаю что-то хотеть делать или что-то... Это когда как мы в этот ходили. Я зимой прилетел, и мы сходили в эту страшилку. Мы с Артуром просто стоим, а остальные там все кричат, убегают. То, что вот он рассказывает сейчас, это вот страшилка, хоррор, да? Все истерично бьются там, пугаются, убегают от этого маньяка. И мои два мальчика стоят как, спокойные, ровные, да? Каким, в принципе, должен быть мужчина? То, что он сейчас говорит, что я слишком эмоциональна, это вот то, что я вот действительно... Джергес, да, по-якутски это вот говорится, да? Джергенен, вот это вот. И, видимо, вот это вот ему не нравится, но это свойство моего характера, и, видимо, чем дальше я буду стареть, тем больше это будет проявляться. Вот. А 3 вещи же. То, что, может, ты постоянно сидишь в телефоне, это твоя работа, по идее, да, я это понимаю, но бывает такое, когда ты в машине сидишь, мы стоим, я тебе что-то говорю, и ты меня не слышишь, ты сидишь в телефоне. И последнее... Плохо готовлю. Нет, готовишь нормально. Нормально? Ну, вкусно, вкусно. Только 2 вещи он может сказать про меня, то, что он хотел бы мне изменить. Секс без обязательств — это нормально? Обязательств — это как, Типа на одну ночь, наверное, да? на одну ночь, Да. да? Ну, не знаю, я все-таки росла в советское время, да? Даже вот мама мне всегда говорила, если ты выходишь замуж, допустим, да ты раз и навсегда. То есть мы привыкли, что если есть отношения, то они длятся, хотя бы какой-то долгий период времени, да? А вот такого, что взял, пошел, переспал, там, с третьим, там, 4-м, вот такого я вот не приемлю я, и все. Если есть секс, то это и есть и отношения, да? На долгосрочную перспективу, если что, так можно сказать. Но для мужчины, может быть, это и нормально, потому что... Что в этом такого? Типа, это же до поры до времени, пока... это же не что-то плохое. Если у тебя нет каких-то отношений своих, то, мне кажется, это нормально. Хорошо, да. Ты хочешь, чтобы твоя будущая жена была похожа на меня? А в каком плане? Внешность, давай начнем с этого. Внешность? Спортивная, да, почему нет? Хорошо. А вот чтобы была такая же эмоциональная... Это нет. На самом деле я своим мальчикам всегда говорю, что жена будущая их, она должна быть очень спокойной, очень простой девочкой. И я не хочу, чтобы она была там блогером там, или что-то в этом роде. Почему? Да? Просто я хочу, чтобы она сидела дома и готовила вам Потому кушать. что, может, она станет лучше, чем ты? Почему нет? Девушка была очень спокойная, чтобы я с ней ладила, допустим, да. Сидела дома, пекла пирожки, борщ готовила. Разве плохо? Смотрела за детьми. В этом нет ничего плохого, но... Ты хочешь активную такую, да, энергичную, чтобы с активной жизненной позицией, да, вперед, это к вершинам это же бизнеса. прикольно, да. А я просто думала, что всем мужчинам, наоборот, нужна вот такая спокойная, тише воды, ниже травы. Это из плана тех парней, наверное, которые, любят контролировать полностью. А ты не будешь контролировать свою половину? Это же не в плане того, что, вот ты сегодня никуда не идешь, я тебя не отпускаю, все равно же доверие должно быть. Ты Конечно. доверяешь человеку и, иди, ладно. Гуляй. Ты хочешь еще раз замуж или всю жизнь прожить одной? Нет, конечно, Вообще, мне кажется, женщина не должна оставаться одна, потому что у женщины всегда должен быть тыл, спина, надежное плечо, как я уже говорила. Я думаю, что я все равно выйду замуж и встречу достойного человека, который будет рядом со мной до конца моих дней. Очень осторожно отвечаем, да, на этот вопрос, или как? Ты учишься в Хабаровске, ты учишься в институте МВД. Участвовал ли ты в митинге в поддержку Фургала? Нет. Вообще, нам сказали, надо сидеть дома. Нам не разрешали, потому что мы курсанты и так далее. Но некоторых курсантов отправили на патруль. А некоторых оставили в резерв. Я нигде не участвовал, потому что у меня полгода назад была операция на колени. Я сейчас пока не активничаю особо. Вообще, с окна видно, как люди ходят, толпы. И в основном там всегда с утра особенно много людей бывает, и поздно вечером. Тебе отправляли в директ дикпики. Дикпики. Я английский тоже немножко знаю. Дик это, да? Да. Picture, да. Нет, кстати. Мне отправляли, знаете что? Мне отправляли ноги и просили мои ноги. Чё? Ноги, пальцы ног. Я не знаю, это как будет, футпики или как. А так, честно, я не получала никогда дикпики. Во сколько лет ты потерял девственность? Так. Это было, по-моему, в 10 классе. Достаточно поздно. Не, я думала. Ладно. Мне было 16.
Это было на дне рождения у друга. Надеюсь, с этим. Нет. Нет? Ну, вот видите, есть такая проблема, что мы с детьми, я не разговаривала, и я это перекладывала больше на плечи своего мужа, чтобы он говорил про презервативы, про контрацепцию. Ой, вот это уберите. Это ужасное бабушкино слово. Считаешь ли ты себя хорошей матерью? Ну, мне кажется, да, ты считаешь себя. Ну, да, я считаю себя хорошей матерью. Я считаю, что я воспитала хороших сыновей. Я считаю, что я дала им достаточно хорошее воспитание. Нет, ну ты это сарказм или Да что? нет. Я считаю, что привила им, ну, такие базовые основные понятия, которые сейчас я вот смотрю на них, вижу, и мне сейчас распирает гордость, можно сказать, что у старшего сына, что у младшего. Вы видите, да, какая и жизненная позиция своя есть. У нас не было в семье такого, что я давлела, да, ну, вот навязывая свою... Не, ну, сына. Ну да, не было Не такого, да. Не в плане того, что Была прям свобода. да, Но, тоталитарно. типа, не в плане делай все, что захочешь, в пределах разумного, типа, вот. Был ли такой момент, когда ты меня ненавидел? Ты задумался. Ну, я вспоминаю просто. Ты Ну, у задумался. нас же были такие, типа, мини-ссоры. Ну, уже надо говорить, да? Ну, говори, если хочешь. Ну, мы вскользь Всё просто правильно. упомянем, потому что это достаточно тема серьезная. Это насчет нашей учебы было, да? Мы поссорились, это, получается, год назад, да? Это было достаточно серьезно. Мы разговаривали, и видеозвонок у нас был, и бабушки, дедушки подключались. На повышенных тонах разговаривали. Ты бросил учебу, да? Да. Но мне кажется, через это проходит каждый такое студент. через- Я сама в свое время бросила учебу. Я о чем очень сильно сожалею, и о том, что я подвела своих родителей, да, в свое время. О том, что они в меня вкладывали, они мне давали, проложили дорогу. Я училась в Санкт-Петербурге. Это город возможностей. Там надо было раскрыться, да. Я просто перед небольшими трудностями взяла и как бы, ну, сделала шаг назад, о чем я очень сильно жалею. Поэтому в своей жизни, если я за что-то вот сейчас берусь, я пытаюсь идти до конца. И то, что вот я сделала с сыном, как сказать, да, ну, то, что переубедила его, это все-таки еще вот отголосок моей ошибки, которую я сделала, и поэтому я хотела, чтобы он такой ошибки не совершал. Потому что это потеря времени, которого, ну, в принципе, и так мало. Кого ты больше любишь, меня или брата? Ну. Ответ обоих не принимается. Ну, Мне смотрите. кажется, я знаю ответ. Ну, давай, скажи тогда. Мне кажется, Артурчика. Почему так думаешь? Мне так кажется. Ну, потому что он, ну, младший, да, младшего ребенка, ну, же всегда же говорят, ну, младшего как бы больше любишь, но это не значит, что ты старшего не любишь. А любовь матери, она распространяется на каждого ребенка, и она другая, индивидуальная. Ариану я люблю прям с такой гордостью, с такой нежностью, он мой первенец, да, он моя гордость. К младшему это как к младшему, это же вот, ну, чупутюшка моя маленькая, да. Конечно, его и больше как бы тискаешь этот, но с Артуром там, да, по-другому немножко. О, боже мой! Какая у тебя самая любимая поза в сексе? Я не знаю, обычно сидя, лежа, стоя. Не знаю. Да ты мастер, да? Да. Мастер кружится. Пускай будет лежа. Классическая. Все сойдет? Я аж покраснела. Ты могла бы встречаться с парнем моего возраста? Ну, нет, конечно. Это еще ребенок, Да. это еще Без ничего, считай. без ничего. И что, в принципе, он для, ну, такой женщины, как я, может дать? А если, допустим, такая ситуация произойдет, как Арианка отнесется к этому? Ну, не знаю. Ну, конечно, я скажу маме, что за фигня. Давай бросай его. Давай, бросай его. Я буду против. Ну да. Ну, я тоже. Если что. Кажется ли тебе, что я уделяла больше внимания твоему брату, нежели тебе? Да, Да? да. Все. Ну, почему? Ну, надо Ну, ты же сама сказала до обоснуть. этого, ты с ним больше, ну, у тебя любовь к нему более другая. Я чем- не сказала больше, я сказала, Ну, она я другая. не сказал больше, я сказал другая. Мы с тобой больше времени проводили всегда, даже когда ты в школе был, ну, учился, да, мы с тобой и в тренажерку вместе ходили, больше, чаще виделись, когда Ну, мама на потом я работе. начал ходить один, помнишь это? Ну, почему? Потому что Ты, я да. работала, наверное. Ну, наверное, да. Ну, мой ответ не поменяется, и мне кажется, да. Почему ты решила стать фитоняшкой? Я не стала фитоняшкой, и у меня цели не было сделаться этой фитоняшкой, да. Просто в свое время я начала заниматься и активно об этом писать в Инстаграме. А писать я очень люблю. Я сама филолог по образованию, и тексты у меня удаются, можно сказать. В свое время, когда я только начала об этом писать, и такая как раз-таки волна пошла на здоровый образ жизни, на тренажерный зал, на всю эту вот тему по фитнесу, и я попала вот в эту волну, и как-то меня вот вынесло, и я даже сама того
не желая, стала, ну, как-то известной, ну, в таких кругах, как говорится. Я помню, как она раньше, когда только начала набирать популярность, заходит в комнату. Смотри, на меня с других городов девушки подписываются. Да, ну потому Вот. что действительно для меня это было очень, ну, удивительно и очень прямо, ну, конечно, я радовалась. Очень многие из других городов, даже стран вот подписывались и действительно искренне восхищались тому, что я делаю, и меня это вдохновляло, мотивировало, ну, дальше идти. Бил ли тебя папа? Нет, не было такого. У нас, ну да, у нас все-таки такая семья, есть свои принципы, не рукоприкладствовать, да, и в своем воспитании детей я тоже вот считаю, что нельзя бить человека, который слабее тебя ни в коем Да, случае. вообще человека нельзя бить. Ну да, вообще человека нельзя бить. У нас в семье так заведено, что... Ну, хотя Артур же говорит, что я его била. Когда про это сказал, я очень удивилась. Потом вспомнила, когда мы учили уроки, русский язык. И я его вот так вот взяла и немножко, ну, в голову вот так вот... Нет, не так. Чуть-чуть вот просто вот от злости, от того, что человек уже не понимает, оказывается, я его била. Ну вот даже до такой степени. Но я никогда не шлепала, никогда не брала там Нет, ремень. понятно. Вот такого у нас никогда не было. Я вообще против этого, против насилия. Да и так даже не воспитаешь ребенка, мне кажется. Наоборот, только все будет хуже. Вот видите? Делала ли... Я не знаю, что со мной. Делала ли ты аборт? Ну, да, были ситуации, когда, ну, приходилось выбирать. Это же когда ты рассказывала, что он еще не сформировался. Да, только это не... сам начинал. Да, это не, ну, как сказать, зародыш. Ну, это не ребенок. Ну, ребенка еще как бы не было. Вот. Ну, это очень короткий срок был. И как бы... Что для тебя, ну, что для тебя важно в девушке, грудь или попа? Из этих двух? Да. Ну, попа, наверное. Да, ну грудь-то можно ставить, да? Ну да. Да, а если попа, она такая, ну, То своя, значит, она хорошая. сама работает. Да. Боишься ли ты старости? Я, наверное, больше, знаете, чего боюсь? Не вот так вот, там, что я стану дряхлой старушкой, да, или что. Я вот боюсь остаться одна, может быть. Вот. Ну, надеюсь, такого не будет. Все-таки у меня есть хорошие мои мальчики. Вот. Боюсь еще вот быть немощной, там, ну, больной. Ну, по-моему, вот Ну, все никто не боятся, мне хочет кажется. быть обузой для своих детей, лежать там на кровати, ходить под себя, да. Вот такой старости я бы себе не хотела. Как ты относишься к ЛГБТ? Мне все равно, как бы, вот. Ты знаешь, что такое? Ну, лесбиянки, да? Ну да, вот эта вот вся тема. Как Вот. расшифровываются лесбиянки, как голубые, расшифровывать. Да, и да, транссексуалы? да. К лесбиянкам, наверное, ты хорошо относишься. Почему? Ну, что-то такого, да? К геям, наверное, не очень, да, хорошо относишься? Мне все равно, как бы. Они меня не трогают, я их не трогаю. Ну, это вот у людей более старого поколения, так сейчас, как у них? Ну, у них такого не было. Они же и никогда. на меня... У них такого никогда не было, вот. Я как человек, как ты сказала, старого поколения, я тоже нормально отношусь. Я смотрел выпуски, тут все родители постоянно такие, типа, нет, типа, это плохо. А дети такие, типа, да, нормально. Ну, я тоже говорю, ну нельзя, я говорю нельзя, ну как бы, да. Что нельзя? Ну нельзя быть ЛГБТ. Ну, нельзя быть геем тебе. Ну, мне-то понятно, я не хочу быть геем. Да, вот. А вообще Я имею в виду относиться, просто, да, ну да. относиться можно, да, по-разному. Ну, я отношусь нормально, потому что если человек такой, то что Типа, поделать? Это природа такая. Его ориентация же не влияет на то, что какой он человек вообще Конечно. сам по себе. Конечно, да. Ну, то есть, если бы какой-то из сыновей сказал, типа, мама так и так, 21 век, ну, я люблю другого парня. У меня разорвется сердце, конечно. Я считаю, что такого не будет. Я думаю, надеюсь. Ты считаешь себя милфой? Милфа это называется мать, как это называется? Чья-то мать, которая молодая, да, или что? В общем, это женщина, которая уже в возрасте, Мгм. но она, типа, еще сексуальная, короче. То есть, Ну. это как, типа, мама Стифлера. Ты не знаешь, кто такая мама Стифлер? Нет. Ты «Американский пирог» не смотрел? Нет, не смотрел, надо будет посмотреть. Да, посмотри. А мне тоже надо пересмотреть. Ну, просто мне кажется, мама Стифлера, она не очень была. Или я с кем-то путаю, может быть. Ну, не знаю. Я себя считаю получше мамы Стифлера. В смысле, в каком плане? Ну, посексуальнее. Не знаю. Ну, я вот так считаю. Ну, Я помню, ты это был или Артур, прям плакал, когда я говорила, что я умру и стану цветком. Ты боишься моей смерти?
Ну да. Я вообще боюсь терять близких мне людей. Не только родственников, но и друзей и всех остальных. Бил ли тебя папа? Ну, у нас такого не было, да. Ну, конечно, у нас были ссоры, сильнейшие ссоры, да. Ну, может, толкнул там, так вот, да. Может быть, чуть посильнее. Но так, чтобы прям бить, вот такого нет. Архип Егорович культурный, порядочный человек, да. Вот. Какие и самые жесткие передряги ты попадала, когда была маленькой, молодой в смысле? В формате передачи, ну, многие же, ну, на чистоту говорят, да, ну, я бы тоже тогда хотела на чистоту рассказать. В 90-е у подростков, у молодежи не было досуга, чтобы как-то развлекать себя. Молодежь себя развлекала тем, что, ну, распивала алкогольные напитки, ну, у нас тоже такое было, да. И мне стыдно за то, что я несколько раз меня бабушка с дедушкой ловили за этим делом. Ладно, я думал, Да. тебя полицейские типа забирали. Нет, вообще я была очень спокойной, культурной девочкой. У меня мама была школьным учителем, уважаемой. Просто я пару раз попала так, что меня словили за распитием. И родители очень сильно меня тогда отмутузили. Бабушка твоя. Вот. И, честно говоря, когда Ариан подрастал, я очень боялась его тоже вот словить на алкоголе, да, допустим. Я очень боялась и думала, если он придет вот пьяный или подвыпивший, что я буду делать, как я должна себя вести, да. Оказывается, очень ошибалась в том плане, что поколение сейчас совершенно другое. У них другие взгляды, другие интересы, и у них нет вот такого, да. Единственный раз я вот словила его за куревом, пронюхала перчатки, а меня ж не проведешь, я тот же еще. Я его и его друга и заставила бегать на дорожке. Всю тренировку. Всю Полтора тренировки, часа. 1,5 часа они бегали у меня на дорожке, я приходила, смотрела, нажимала там, ну, чуть скорость побольше ставила, и они у меня вот за то, что они курили сигареты, вот бегали. Ну, Ариана была девушка, они с 7 класса вместе дружили очень хорошо, Яна мне очень нравилась, и вот они расстались, когда Ариан поступил, уехал. Ну, я вот, честно говоря, не знаю истинных причин, но я почему-то виню себя и хочу узнать то, что мы настояли, чтобы он поехал в Хабаровск и, ну, там начал там учиться. Стало ли это причиной разрыва, и жалеешь ли ты об этом? И как-то, может быть, на меня немножко есть обида за это или... Нет, ну обиды такой нету, да. Вот. Ну, мы, по идее, да, мы долго встречались, 4 года. Ну, некоторые за это время уже женят, по идее. Ну, она же увидит этот выпуск, да? Я не знаю, нет, наверное. А ты прям совсем не общаешься? Нет, мы сейчас не общаемся, и мы не поссорились, ничего такого, мы просто перестали общаться. Ну, главное, чтобы не по-английски ты ушел, так, знаешь, тихо, молча, и ничего не объяснил. Нет, такого не было. И ты меня в этом не Нет, я упрекаешь? тебя не виню. Ну, в этом. все, тогда вот это вот меня немножко, да, хотела этот вопрос узнать.